Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. Распоряжение президента Республики Таджикистан. Провести республиканский конкурс «Таджикистан Ватани Азизиман» в 2026 году. Утвердить положение, состав комиссии и премии республиканского конкурса «Таджикистан Ватани Азизиман». Министерством культуры, образования и науки Республики Таджикистан, Комитетом по телевидению и радио по начальному и среднему профессиональному образованию, по делам молодежи и спорта, женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан принять необходимые меры по проведению на высоком уровне данного конкурса. Исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов обеспечит выполнение требований настоящего распоряжения, предпринять меры для привлечения наибольшего числа любителей искусства и мастерства и поощрять победителей первого и второго туров конкурса и стимулировать материально и морально их наставников. Министерство финансов Республики Таджикистан за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан, предусмотренных на 2026 год, выделит исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан 8 миллионов 260 тысяч сомони наличными для проведения данного конкурса. Исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан обеспечить целевое использование выделенных средств и представить Министерству финансов Республики Таджикистан отчет о произведенных затратах. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя премьер-министра Республики Таджикистан, куратора отрасли. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 1 января 2026 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан. Провести республиканский конкурс «Илм Фуруги Марифат» в 2026 году. Утвердить положение, состав комиссии и премии республиканского конкурса «Илм Фуруги Марифат». Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Национальной академии наук Таджикистана, Министерством культуры, промышленности и новых технологий, экономического развития и торговли, сельского хозяйства, Комитетом по телевидению и радио, по делам молодежи и спорта, по делам женщин и семей, по начальному и среднему профессиональному образованию, Агентству по инновациям и цифровым технологиям, Национальному центру тестирования при президенте Республики Таджикистан, Главному управлению геологии при правительстве Республики Таджикистан принять необходимые меры по проведению на высоком уровне настоящего конкурса. Исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Сагдийской областей, города Душанбе, городов и районов, руководителям научно-исследовательских учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования, обеспечив выполнение требований настоящего распоряжения, принять меры для большего привлечения учащихся студентов, аспирантов и докторантов и других слоев общества, проявляющих интерес к изучению математических, точных и естественных наук, а также к изобретательству и новаторству, и поощрять победителей призами, и поощрять их преподавателей материально и морально. Министерство финансов Республики Таджикистан за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан, предусмотренных на 2026 год, выделит исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан для проведения настоящего конкурса 9 миллионов 870 тысяч сомони наличными. Исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан обеспечит целевое использование выделенных средств и представить в Министерство финансов Республики Таджикистан отчет о произведенных расходах. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя премьер-министра Республики Таджикистан, куратора отрасли. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 1 января 2026 года. Распоряжение президента Республики Таджикистан. В 2026 году провести республиканский конкурс «Фуруги Субхидону и Китобаст», утвердить положение, состав комиссии, премии и список рекомендуемой литературы республиканского конкурса «Фуруги Субхидону и Китобаст». Министерством образования и науки, культуры, Национальной академии наук Таджикистана, Союза писателей Таджикистана, Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию, телевидению и радио, по делам молодежи и спорта, по делам женщин и семьи, государственному учреждению Национальная библиотека исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан принять необходимые меры по проведению на высоком уровне настоящего конкурса.
Исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов обеспечит выполнение требований настоящего распоряжения, поощрять материально и морально победителей конкурса, педагогов и родителей, чьи воспитанники и дети стали обладателями премии в республиканском туре конкурса. Министерство финансов Республики Таджикистан за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан, предусмотренных на 2026 год, выделит исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан для проведения настоящего конкурса 8 миллионов 290 тысяч сомоней наличными. Исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан обеспечит целевое использование выделенных средств и представить в Министерство финансов Республики Таджикистан отчет о произведенных расходах. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя премьер-министра Республики Таджикистан, куратора отрасли. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 1 января 2026 года. В современном мире, где стремительное и беспрецедентное развитие науки, знаний, техники, технологий, искусственного интеллекта и популяризация культуры и литературы являются его выдающейся особенностью, обучение и развитие навыков и защита национальных ценностей приобрели первостепенное и жизненно важное значение. Современный век – век науки и знаний, открытий и изобретений, новейшей техники и технологий, является периодом прогресса и развития наций и народов, образованных, знающих, новаторских и изобретательных. Благодаря независимости и свободе, полному миру, стабильности и национальному единству в нашем дорогом Таджикистане созданы все необходимые условия и возможности для науки и обучения подрастающего поколения, для всестороннего развития национальной культуры и искусства. Культура и искусство являются основным средством всестороннего представления яркого образа нации и реальной основой формирования эстетического воспитания общества. Наш народ известен в мире как культурная нация, и за годы независимости были реализованы многочисленные меры по сохранению и по умножению культурных ценностей. Республиканский конкурс «Таджикистан Ватани Азизиман» также является продолжением этих целенаправленных мер. Уже 8-й год подряд данный конкурс проводится под патронажем президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, с целью выявления новых талантов в области музыкального искусства, вокального исполнительства, изобразительного искусства и дизайна, отбора лучших образцов музыки и песенного творчества, а также произведений изобразительного искусства, отражающих культуру прошлого и современности таджикского народа. В 2026 году общий призовой фонд и расходы на проведение данного конкурса составят 8 миллионов 260 тысяч сомони, что на 580 тысяч сомони больше по сравнению с 2025 годом, когда на проведение конкурса было выделено 7 миллионов 680 тысяч сомони. Таким образом, обладатели Гран-при будут награждены денежной премией в размере 100 тысяч сомони. Победители, занявшие первое, второе и третье место, соответственно 70 тысяч, 50 тысяч и 30 тысяч сомони. Еще одним изменением в конкурсе стало разделение академического жанра номинации «Исполнительское мастерство» на две части, что позволило участникам продемонстрировать свои способности в игре на национальных и европейских музыкальных инструментах. С учетом указанных изменений в 2026 году количество победителей составит 143 человека. В целях ускорения формирования эффективной системы поддержки и развития математических, точных и естественных наук, усиления влияния научных знаний на развитие отраслей жизнедеятельности страны, повышение эффективности научных знаний и внедрение инновационных технологий, цифровизации и рационального использования искусственного интеллекта, а также интеграции научного и технологического потенциала в приоритетные направления социально-экономического развития страны под патронажем президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, на протяжении 6 лет проводится республиканский конкурс «Илм Фуруги Марифат». В 2026 году данный конкурс также будет проводиться в рамках реализации цели 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования с целью укрепления технического мышления, популяризации научного мировоззрения, расширения доступа к современной технике и технологиям, развития изобретательства и новаторства, цифровизации и правильного использования искусственного интеллекта, интеграции науки с производством, привлечения учащихся студентов и других слоев общества к всестороннему изучению математических, точных и естественных наук, а также выявления и представления новых талантов в этих направлениях.
В целях дальнейшего совершенствования и укрепления конкурса, а также обеспечения прозрачности процесса его проведения, в положение о конкурсе были внесены изменения и нововведения. В частности, разработан республиканский портал конкурса, посредством которого осуществляется весь процесс проведения, размещается информация об участниках и победителях, а также проводится опрос членов жюри. Кроме того, проверка знаний участников четвертого тура конкурса сначала осуществляется через Национальный центр тестирования, а затем перед жюри, в связи с чем были усилены механизмы определения победителей. С учетом внесенных изменений, общий объем средств, предусмотренных на проведение конкурса и поощрение его победителей, составляет 9 миллионов 870 тысяч сомони, что на 650 тысяч сомони больше по сравнению с 2025 годом, когда на проведение данного конкурса было выделено 9 миллионов 220 тысяч сомони. Проведение данного конкурса в 2021 и 2025 годах показало, что среди молодежи и подростков страны значительно возрос интерес к изучению математических, точных и естественных наук, что создало основу для выявления и подготовки высококвалифицированных инженерно-технических специалистов. Следует особо отметить, что, как в предыдущие годы, в 2026 году под патронажем президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, будет проводиться республиканский конкурс «Фуруги Субхидоно и Китобас», направленный на повышение интереса к чтению, укрепление интеллектуального потенциала, выявление новых талантливых ораторов и знатоков слова, уважение к национальным и культурным ценностям, развитие творческих способностей, укрепление чувства самосознания и национальной идентичности, пополнение словарного запаса и содействие развитию духовного мира общества. В целях дальнейшего совершенствования и укрепления процесса проведения конкурса, а также более активного стимулирования участников в 2026 году в положение о конкурсе были внесены изменения, в соответствии с которыми учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования были разделены не на 2, а на 3 возрастные группы. Таким образом, в текущем году конкурс проводится среди учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений, а также учащихся общеобразовательных учреждений с 9 до 11 класса и учреждений начального профессионального образования. С учетом внесенных изменений, общий объем средств, предусмотренных на проведение конкурса и поощрение его победителей, составляет 8 миллионов 290 тысяч сомони, что на 1 миллион 620 тысяч сомони больше по сравнению с 2025 годом, когда на проведение данного конкурса было выделено 6 миллионов 670 тысяч сомони. Таким образом, на проведение указанных конкурсов в 2026 году в целом будет выделено 26 миллионов 420 тысяч сомони за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан. Проведение данных конкурсов является продолжением просветительской и культурной политики лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, способствует воодушевлению общества и усилению стремления к получению знаний, изучению бессмертных произведений, выдающихся сыновей нации, развитию национальной и мировой культуры и искусства. Тысячи подростков и молодых людей, одерживая победы благодаря своим знаниям и таланту, наглядно демонстрируют, что являются достойными поколениями Родины. Душанбе встретил 2026 год в сиянии огней и атмосфере единства. В новогоднюю ночь площадь Истеклол стала центром праздничного торжества, объединившейся тысячи жителей и гостей столицы. Праздничный концерт, поздравления от руководства города и масштабный фейерверк о том, как главная площадь страны превратилась в настоящую новогоднюю сказку, наш следующий материал. Море света, праздничные декорации и тысячи улыбок. Вечером 31 декабря площадь Истеклол превратилась в сердце новогоднего Душанбе. Праздничная шоу-программа, организованная исполнительным органом государственной власти столицы, собрала здесь мастеров искусства и ярких молодых талантов. Торжественную часть открыл первый заместитель председателя города Бахтиёр Шарифи. Он зачитал поздравительное послание председателя города Душанбе Рустами Эмомали. В обращении было отмечено, что уходящий 2025 год, 34-й годовщина независимости, стал временем созидания и новых достижений. Благодаря сплоченному труду душанбинцев столица не только преобразилась внешне, но и заложила прочный фундамент для будущего развития. Сегодняшний Душанбе под руководством лидера нации
нации Эмомали Рахмона стал признанным центром международных политических и культурных событий. И эта новогодняя ночь еще раз подтвердила статус города как современной и гостеприимной столицы. Официальные поздравления сменились ярким концертом на сцене «Лучшие голоса республики». Программа, подготовленная на высоком идейном уровне, воспевала мир и надежды на новый 2026 год. В эту ночь весь центр города преобразился. По инициативе руководства столицы Душанбе буквально превратили в город сказки. Уникальной иллюминацией и арт-объекты создали идеальные условия для семейного отдыха. Жители разных возрастов вышли на улицы, чтобы в атмосфере спокойствия и единства поблагодарить уходящий год и встретить новый. Кульминацией праздника стал масштабный фейерверк. В полночь небо над столицей рассветилось тысячами огнями, ознаменовав начало 2026 года под звуки радостных поздравлений. В рамках празднования Нового года в районах города Душанбе были организованы красочные культурные программы. Культурное мероприятие района Фирдавсы с участием ответственных лиц и жителей состоялось на площади перед государственным цирком. Подробности в следующем материале нашей программы. На площади перед государственным цирком района Фирдавси города Душанбе в честь празднования нового 2026 года состоялось культурно-развлекательное мероприятие. В мероприятии приняли участие заместитель председателя города Душанбе Саломзода Рахмедин, председатель района Фирдавси города Душанбе Дильшот Сафарзода, ответственные лица районных структур и активисты трудовых коллективов. Ответственные лица поздравили гостей с наступающим 2026 годом от имени исполнительного органа государственной власти города Душанбе и отметили, что 2025 год для жителей нашей любимой столицы города Душанбе стал успешным и богатым на значимые достижения. В ходе выступления руководства района было подчеркнуто, что все эти успехи и достижения являются результатом мудрой, созидательной и дальновидной политики лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. В завершении жителям района Фирдавси города Душанбе и гостям столицы были пожеланы в 2026 году успехи и достижения, благополучие и счастье в жизни, а также вечный мир и стабильность нашему любимому Таджикистану. Жители долгое время продолжали веселье и радость под звучание песен. В Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана провели международную научно-практическую конференцию, приуроченную к знаменательной дате 700-летию величайшего персидско-таджикского поэта, мыслителя Шамсуддина Мухаммада Хафиза Ширази. Это мероприятие привлекло внимание ученых и исследователей со всего мира, собравшихся для изучения творчества и наследия великого поэта-философа. Подробности в нашем сюжете. В Душанбе прошла международная научно-практическая конференция, организованная Международным университетом туризма и предпринимательства Таджикистана в честь 700-летия великого персидско-таджикского мыслителя Хафиза Ширази. Название конференции «Вечное послание Хафиза» подчеркивает значимость идей и поэзии классика литературы Востока, чей вклад продолжает оказывать влияние на мировую культуру. Ученые отметили особый интерес к наследию Хафиза Ширази в условиях современной эпохи, также подчеркивая важность инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, которые способствовали восстановлению популярности творчества великих мыслителей и творцов прошлого. Участниками также было отмечено значение признания всемирно известных классиков литературы, таких как Джалуддина Абдурахмона Джауми, Шайха Балхи, Камола Худжанди и многих других, чьи труды составляют основу культурного достояния народа. Особое событие, которое вызвало положительный отклик общественности, это проведение специальной научной конференции в рамках ЮНЕСКО, проходившей в Париже с 11 по 14 июня 2025 года. Под лозунгом «700 лет вместе с Хафизом» участники собрались для глубокого анализа творческого наследия Хафиза Ширази и осознания значимости его вклада в развитие мировой цивилизации.
Признание творчества великого поэта мировым сообществом подчеркнуто участием признанных литераторов Таджикистана в сессии ЮНЕСКО, что подчеркивает уважение к историческим деятелям таджикской нации. Всемирная известность Хафиза обусловлена его стихами, исполненными глубинные мысли, воспевающими любовь, красоту, человеческие добродетели и духовную мудрость. Этот великий сын таджикского народа оставил нам богатое литературное наследие, ценящееся внутренний мир человека и выражающий тонкую философию и глубокую мораль. Хафиз Ширази стал одним из символов национального самосознания, выразив в своей поэзии вечные истины, которые продолжают вдохновлять читателей спустя века. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.